это не так, это не совсем. Но надо понимать, что признание это есть то и тогда, когда это даже косвенное признание. Многие, Мгм. значит, знатоки здесь мне начинают рассказывать о том, что вот если бы вот так. Так, чтобы такое развитое признание было, это нам нужно с ними установить, с этими странами контакты, нам нужно, значит, экономические, политические или другие вопросы, значит, обозначать. А вот для начала, для начального стадии формы признания оно есть. И для нас есть основа для того, чтобы мы могли дальше работать. Поэтому мы благодарны украинскому народу, благодарны и Грузии, благодарны всем тем, кто об этом говорит и повторяет. Поэтому сейчас, конечно, когда я встречаю некоторых политиков, которые были в прошлом, и они знают нашу позицию, и они как-то вот тоже боятся сказать об этом. В чем же причина? Мы должны задуматься об этом. Главным образом это связано с тем, что эти, скажем, эти политики, так новобранцы, скажем, эти политики, некоторые из них, они себя ведут так, потому что они об этом, может, и не знают. Вот прошло столько-то, мол, лет, это забыто. Это не забыто. Мы живем в современном мире, в современном международном праве, поэтому я и подчеркнул в самом начале, что это было. Поэтому, когда вот говорят, вот есть другие страны, которые вышли из Советского Союза, какие это страны? Мы знаем, да, их, сколько их было. Так вот эти страны тоже, фактически они, понимая свое положение, они крупятся в этом деле. Вот посмотрите, война против нас шла. Какая страна нас защищала из бывшего Советского Союза, которые вышли? Никакая. Кроме тех, народы этих стран нас защищали. Были, конечно, значит, и которые нам отдельно помогали. Это была и Грузия, Азербайджан. Ну и, значит, и Турции тоже нам шла помощь. Но шла только лишь от помощь гуманитарная, которая собиралась. Но это был мизер, собственно говоря. Но признания никто не делали. Я помню, к нам приехали еще в войну, в 95 году приехали гонцы из Ирана и говорили, что мы готовы вам помочь, но секретно. Понимаете, секретно. А это что означало? Они могли нам где-то помочь, где-то нашу информацию знать и передать нашему врагу. Как можно было секретно нам помочь? Тайно, мол, вам поможем. И тогда наш президент заявил им, нам секретно ваша помощь нужна. Если будете нас признавать, и будете с нами работать и поддерживать открыто, то вы будете честными, вы будете действительно в религиозном плане вот такие вот честные и порядочные люди. А то, что вы крутите, это не соответствует нашей морали. Так что вот такие вот вещи происходят и сейчас. Те, которые сегодня говорят, что Чеченская республика Ичкерия, что она, мол, вот есть часть России, запомните, этот день придет и к вам. Это идет, потому что этот агрессор, он, если ему дать вот такую поблажку, даже такую малую, с вашей точки зрения, это означает, что он завтра развернется и к вам, и потом и вам придется. И мы сегодня видим, что это такое. Наш президент первый говорил, что если вот, допустим, Запад говорит, что Чечения это является внутренним делом России, на каком основании, ну-ка скажите, к примеру, он имел в виду это. Никто ему не отвечал, но он продолжал. Если так вы сегодня говорите, завтра придет день, когда ваши страны, Европа и другие страны могут стать внутренним делом России. И мы сегодня это видим то же самое. То есть я призываю этих людей, этих политиков не заниматься вот этим таким вот, ну, унизительными такими вот вбросами, унизительными такими ужинками, которые в конце концов говорят об их внутреннем состоянии, о их смелости или о их вообще понятии этой политики. Она должна, как говорится, если оно есть, оно должно быть для всех, это международное право. А если его нету, тогда нечего говорить об этом. То есть все идет к тому, видимо, что в этом, если так будет все расходиться, то что сейчас есть в мире, оно может в конечном итоге оказаться несовершенным и потом может проиграть диктаторским режимам, которые сегодня против этих демократических стран практически воюют. Вот что я